В это невозможно поверить. Построить тоннель в горах за 4 года. И все потому, что одна уйгурка-студентка из Атуша, Дильнара, спросила, почему нет прямой дороги от Атуша до Урумчи. Главный инженер проекта решил, студентка просит не звезду с неба, это желание нужно обязательно исполнить. И вот так, на эти цели было выделено более 6 миллиардов долларов. В горах Тяньшаня проложили скоростной туннель. Нарушив все стандарты, гигантский туннель и Прохоческий бур подняли вертикально. Даже машинист, проработавший десятки лет, сказал, не знал, что так можно делать. Но самое удивительное впереди. Суперпроект, на который требовалось 10 лет, завершился за 4 года. Иностранные строители сказали, это невероятно. Раньше была всего одна дорога, огибающая Тяньшань через Таксун. Тамошний лагман славился на весь регион. Хозяин лагманной обслуживал нескончаемый поток машин. Прямое расстояние от Урумчи до города Корла чуть больше 200 километров, а в объезд по горам около 500 километров. Проехать за день считалось удачей. Ночью вообще никто не рисковал. А если случался снежный буран, то можно было застрять на 7-8 часов. Многие мечтали прорыть бы тоннель и все. Инженеры думали так же. Запланировали туннель длиной 22 километра напрямую, чтобы жителям по обе стороны Тяньшаня стало удобнее добираться. Но едва строители взялись за, казалось бы, не самый длинный тоннель, как на них навалились огромные трудности. В высокогорном районе такая длина – это адский уровень сложности. Проблема была в невероятно суровых геологических условиях гор. Из горных пород постоянно сочилась грунтовая вода. Окружающие породы были рыхлыми и мягкими, сжимались в труху. Бурить тоннель в таком массиве – все равно, что по грязи. Резцовая коронка вязла в кашеобразной массе. Даже 2800-тонный бур Тяньшань не справлялся, как слон, попавший в болото. Бур то застревал, то его с трудом вытаскивали и снова засасывало. Целых 14 месяцев ушло на то, чтобы пройти этот адский участок. И это было только первым препятствием. По всей трассе тоннеля насчитывалось 16 активных разломов, а еще внезапные горные удары, как бомбы замедленного действия. При возникновении удара разрушения сопоставимо с землетрясением магнитудой 4-5 баллов. Строителям приходилось сталкиваться с перепадом температур более 40 градусов и сильной горной болезнью. Высота – более 3 километров. Специалисты подсчитали, если бурить по классической схеме с двух сторон, уйдет 10 лет. Надо было ускориться. Китайские строители сконструировали полностью китайский супербур в 2 экземплярах, назвав их Тяньшань и Победа. Кто часто ездит по скоростной трассе Урумчи-Корла, знают, что у туннеля Победа 3 ствола. Средний – это пилотный тоннель. Был предложен инновационный план. Бур сначала проходит пилотный ствол меньшего диаметра, но гораздо быстрее. Когда основные тоннели догоняют, от пилотного в обе стороны начинают прокладывать боковые выработки. Так 22 километра главного туннеля разбивают на 14 фронтов, где работы идут одновременно. Эта уникальная китайская технология не может не восхищать. Но кроме способа проходки, сама вентиляционная система тоже ломает шаблоны. Глубина самой глубокой вертикальной шахты достигла 700 метров, выше шанхайской телевышки. Обычными методами такую шахту не пройти. Все гадали, неужели бур поставят вертикально? Да, именно так и сделали. Так были пройдены 4 гигантских ствола, которые обеспечили постоянную циркуляцию воздуха внутри туннеля. На высоте более 3000 метров установили отопление. Ведь там лютый холод. Чтобы дорога не обледеневала, строители пробурили скважины глубиной более 80 метров, проложили специальные теплообменные трубы и используют геотермальное тепло для поддержания постоянной температуры. Благодаря новаторству строителей туннель «Победа» на высоте 3200 метров, самый длинный в мире, был досрочно введен в эксплуатацию. От опасной горной дороги до супертоннеля, в самом сердце Тяньшаня, 52 месяца упорного труда. Тоннель позволяет проехать перевал всего за 20 минут. А фраза Дильнур «Мы заставили горы расступиться» стала девизом этого тоннеля.